Вы сочетаете в себе строгого ученого и свободного художника. Не возникает ли внутреннего конфликта? И кем вы себя в большей степени ощущаете? Ну, начну с того, что вообще вот наш русский язык, великий, могучий, мне кажется, мало приспособлен для выражения таких тонких вещей. Вот, например, слово «ученый» меня смущает. Слово «писатель» меня тоже смущает. Я бы предпочитал называть себя научным сотрудником, научным работником. Ну, какой я ученый, если мне еще учиться и учиться? Я так себя понимаю. Вот. А в отношении свободного художника тоже не уверен. Есть ли вообще свобода у художника? Художник ли я вообще? Я просто пытаюсь что-то выразить, что-то писать. Вот так, пожалуй, Ирина, я бы о себе говорил, в таких тонах. А что появилось раньше, интерес к науке или к творчеству? Наверное, к творчеству, потому что, ну, как это и у всех бывает, все мы, пытаясь начать ориентироваться в этом мире, пробуем рисовать, пробуем писать стихи. Это тоже способ познания, правда, не научный, а художественный способ познания мира. И он всегда бывает прежде, в строгом смысле, научного познания. Научное познание – это уже регулярная, методичная, умственная работа, которой ребенок или подросток еще не вполне способен.